Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. Вода в полном объеме. Активными темпами проводится работа по укладке трубопровода от селения Джалка до Ойсхара. Экстренная помощь. Есть необходимый набор всех медикаментов и в том числе современных перевязочных материалов, которые позволяют, особенно при поверхностных ожогах. Из Чеченской Республики по поручению Рамзана Кадырова на специальном самолете МЧС в Нижний Новгород доставили 2 детей с ожогами. Подробнее в этом выпуске. Активный отдых. И этот подъем для меня очередное преодоление себя. Я довольна, я очень счастлива. В регионе прошел пеший поход от селения Тазбичи до вершины Чентилам. О впечатлениях участников в нашем эфире. Рамзан Кадыров встретился с командующим Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергеем Захаровым. Чиновники обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности и правопорядка. Также отметили ход специальной военной операции на Украине. После в управлении Росгвардии региона Сергей Захаров вместе с Шарипом Делимхановым возложили цветы у мемориала памяти Ахмату Хаджи Кадырову, а также погибшим сотрудникам. Тут же высокими государственными наградами были отмечены бойцы, участвовавшие в СВО. Указами президента страны за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и медалью за отвагу были отмечены 163 росгвардейца. Впереди еще очень много дел и важных событий. И мне очень приятно, что Верховный главнокомандующий войсками Национальной гвардии высоко оценил ваш труд и ваши действия. Я присоединяюсь ко всем словам благодарности и желаю личному составу территориального управления по Чеченской Республике и в дальнейшем нести высоко знамя войск Национальной гвардии, знамя территориального управления и знамя Чеченской Республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Будьте здоровы, поздравляю вас и благодарю за службу. Спасибо. Министерство образования и науки Чеченской Республики начало реализацию методического проекта «Уроки на сцене». Первое занятие состоялось по литературному чтению в 3 классе. Ребят научили разбирать и анализировать сказку, а учителей, как правильно преподносить информацию. Проект запущен с целью обмена педагогического опыта. На мероприятии присутствовали министр образования и науки Хошбау Дидаев и руководители начальных классов со всех районов региона. Хошбау Дидаев отметил важность подобных программ. С ребенком нужно работать, с каждым индивидуально, в течение урока, распределять это время. Вот из года в год у нас в системе образования с каждым годом улучшается и улучшается. В этом году мы откроем там не менее 30-40 новых школ. У нас около 100 школ подвергнутся капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы, повышение заработной платы. В ближайшее время оклад учителя повысится. Это все мы делаем. Но мы же это все делаем, чтобы учитель работал с ребенком, и ребенок нам показывал результаты. Из Чеченской Республики по поручению главы региона Рамзана Кадырова на специальном самолете МЧС в Нижний Новгород доставили 2 детей с ожогами. Специалисты сразу определили план интенсивного лечения. О том, в каком состоянии сейчас малыши, расскажет Луиза Яхьяева. Кобра, смотри, кобра.
Девочки, пострадавшие в результате взрыва отопительного котла в доме, годовалая Амина Измайлова и двухлетняя Амина Джабраилова, первую помощь получили в Грозненской больнице. После, по поручению главы региона, спецбортом в сопровождении группы медиков их доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет. Уже здесь врачи с многолетним опытом работы с ожоговыми больными незамедлительно приступили к лечению. Учитывая тяжесть состояния детей, они были госпитализированы в отделении анестезиологии и реанимации Института травматологии и ортопедии. Причем стоит отметить, что до еще момента перевода мы проводили телемедицинские консультации с врачами из города Грозного, согласовывали тактику лечения и при стабилизации их определенного состояния дали добро к нам на перевод. Обе девочки пострадали серьезно. Поражены голова, шея, верхние и нижние конечности. Двухлетняя Аминат до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Все необходимые материалы, перевязочные материалы, лекарства, средства. Самое главное, есть опыт врачей, которые специализируются на лечении таких тяжелых пациентов. У нас есть. Я понимаю, что прогноз сделан неблагодарный, особенно у детей, но мы не теряем надежду. У младшей из девочек Амины в Грозном остались мама и старший брат с сестрой, которые также пострадали в результате взрыва. В палате с ней ежеминутно находится бабушка. События того дня она вспоминает с ужасом и благодарит врачей, которые оказали экстренную помощь малышке. Я благодарна всем, что они так хорошо заботятся о нас, за их доброту, заботу и профессионализм. Приволжский исследовательский медицинский университет пациентов с тяжелыми ожогами привозят из более чем 30 регионов страны. Это и дети, и взрослые. Сейчас врачи продолжают работать над улучшением состояния девочек. Все надеются на скорейшее благоприятное завершение этой истории. В отопительный сезон МЧС России призывает жителей следовать правилам безопасности при использовании газовых приборов. Эти правила есть в открытом доступе, любой может ознакомиться с ними на сайте министерства. Луиза Яхяева, сайт Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В новом учебном году на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова откроется военный учебный центр. Учиться здесь будут только на добровольной основе студенты, очная форма обучения по срокам: солдаты 3 семестра, то есть 1,5 года, а сержанты 4 семестра, 2 года соответственно. Занятия будут проходить 1 раз в неделю. В этом году в России открывается 16 военных учебных центров. Одним из них будет военный учебный центр при Чеченском федеральном государственном университете имени Кадырова. Значит, мы будем готовить солдат, сержантов запаса. Это будет полноценное обучение, мы будем их учить по-современному, то есть владение оружием, владение техникой, владение дронами. То есть мы будем учитывать условия ведения современной войны. На данный момент создаются все условия, необходимые по профилю. Всем необходимым оснащаются классы, уже есть собственные плацы и будет тир. Стоит отметить, что это первое подобное учреждение в СКФО, дающее по окончанию не только бесценный багаж знаний, но и ряд привилегий. Военный учебный центр дает возможность студенту пройти военную подготовку, не отслужив в армии. То есть мы обучаем их военному делу, находясь в своем регионе у себя дома. По окончанию военного учебного центра студенты, которые прошли подготовку надлежащим образом, получат военный билет. Руководством республики и нашего университета очень много уже сделано и создано для военного учебного центра. Но на этом мы не собираемся останавливаться. В дальнейшем мы планируем перейти на обучение офицеров, кадра и запаса. То есть это действительно исторический момент не только для нашего вуза, но и региона. Начата работа по укладке трубопровода от селения Джалка до Ойсхара. Проводится она по поручению главы региона Рамзана Кадырова. Данный вопрос ему был задан в режиме прямой линии. В скором времени жители будут снабжены чистой водой в полном объеме. Обо всем по порядку. Мадина Муцалчиева. Трубы уже на месте и дожидаются своего часа. Скоро по ним потечет вода из Джалки прямиком до Ойсхара. Решить проблему с перебоями в летний-весенний период. Такой была просьба жителей поселка, обращенная к Рамзану Кадырову во время ежегодной прямой линии главы Чеченской Республики.
Бачиюртовский водозабор. Из-за относительно Шукурчаловский район. Тот хорошо Ойсхара Гудермесский район да Хархуайдолдела, тона Гудермесский районер хадалит авохрбаритиала, из аван и организовать авохрбаритиала. Абу Хасан Сахабов был тем самым человеком, кто от лица всех сельчан обратился к главе во время трансляции и не пожалел. Реакция была незамедлительной. Буквально через несколько дней работа по реконструкции сетей водоснабжения общей протяженностью около 80 километров официально начата. هو أحكى فتح بيرك ثاني ويسخر أخيس يول problem دعاء يولش اشتربال خربوال بقدوش دقوة فتح عندين ريز خلا على أروينا وفون كيوغل هو الأيمانينا ومخنان ديل ريز هو ديل شيء دعوة لقى ميل ديش ديك. Сейчас все находится только на начальном этапе. Бригада рабочих роет траншею. На данный момент ее длина составляет около 3 километров. Пока задействованы 2 единицы спецтехники. В будущем количество увеличится до 5. А рабочие будут трудиться в 2 смены, чтобы уложиться в срок до конца марта месяца. Стоит отметить, что на объектах предусмотрены мероприятия по улучшению и реконструкции инфраструктуры, а также будет установлена система по очистке питьевой воды. Воды в селе в теплое время года катастрофически не хватало. Порой даже на основные бытовые нужды, делится Умар Мудаев. Когда ему сообщили, что глава региона взялся за решение проблемы, он выдохнул спокойно. Стоит также отметить сложность самого маршрута, по причине которого вода доходит до Ойсхара с перебоями. Поселок Ойсхар, во-первых, это разрастающийся поселок. Водоснабжение туда осуществлялось с Бачиюртовского водозабора. Вода на Бачиюртовский водозабор поставляется, кроме самих скважин на самом водозаборе, плюс Гилдегенского водозабора. В результате этого отбор воды, пока вода дойдет до Бачиюрта, оттуда распределение и на Курчулойский район, и на Гудермесский район. В результате возникали проблемы из-за нехватки этой воды. Плюс к этому сама вода немножко дорого обходится, потому что 42 километра его надо прогнать с Гилдеген до Бачиюртовского водозабора, оттуда поднять наверх и оттуда его распределить. В связи с этим в летний период особенности возникали проблемы с водоснабжением этого поселка. Строительные работы охватят часть города Гудермес и поселка Ойсхара. Жителям стоит запастись немного терпением, и уже совсем скоро вопрос, приносивший годами трудности, станет лишь воспоминанием. А вместе с водой жизнь поселка забьет новым ключом. Мадина Цалчиева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Современные проблемы в сфере медицины обсудили в Чеченском базовом медицинском колледже. На научно-практической конференции студенты представили 18 докладов. Работу организовали в 2 секциях: медицина и здоровый образ жизни, и здоровье человека, проблемы социально-гуманитарных наук. Мероприятие посвящено году чеченского языка. Конференцию посетил министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. В своем выступлении он подчеркнул актуальность события и пожелал успехов студентам в освоении столь значимой для общества профессии. Также он отметил, что необходимо каждому внести свою лепту в развитие и популяризации родной речи. Чуа, Уэйгезелс, Умхвалш, Гулдельч, Герна Гулдельч. Веймот биче, Вейбейша, Вейбейша, на док масалдуи, дача, Нохчимата, Байшо, Штатс, Нохчимата, Байжу Ешо. Цель конференции – развитие и совершенствование научной работы, проведение актуальных исследований. Доклады студентов получили высокую оценку от жюри. По итогам победители, призеры получили дипломы, сертификаты и памятные подарки. Доклады будут на русском языке, потому что они предполагают использование весьма специфических медицинских терминов, которые, может быть, не так
будут уместны или для студентов будут предоставлять какие-то определенные трудности. Но сам регламент весь у нас, и объявление участников, и представление гостей, это все будет с таким вот отсылом к родному языку. От селения Тазбичи до вершины Чантилам. Это путь протяженностью 10 километров, который преодолели участники пешего похода, организованного Министерством Чеченской Республики по туризму. Дорога была нелегкой, но собравшиеся остались под яркими впечатлениями. Адам Сулейманов расскажет подробнее. Практически каждый желающий мог присоединиться к группе. Любителям активного отдыха предлагалось пройти маршрут от селения Тазбичи до вершины Чантилам и Тумкалинского района. Собралось 44 человека. После инструктажа все двинулись в путь. Если кому-то будет плохо или надо будет остановиться, обращайтесь к нам. Мы все поможем, организуем. Просьба в сторону никуда не уходить, держать общий темп. И если кто-то будет отставать сильно, их будем ставить вперед, чтобы вся группа в одном темпе шла. Уже с самого начала дорога начала преподносить свои сюрпризы, но скользкая поверхность и резкий туман не мешали участникам наслаждаться местными достопримечательностями. Я себя распрекрасно чувствую. Очень рада, что я внезапно попала в этот поход. Только вчера вечером узнала и сегодня уже здесь. Пару дней назад были осадки. Но это и придает немного такого экстрима нашему походу. Настрой, как всегда, бешеный, готовы двигаться все вверх и вверх, ни в коем случае не останавливаться. С каждым шагом легкая часть пути оставалась позади. Уже на середине подъема становилось ясно. В таком темпе до конца смогут дойти далеко не все. Необходимо восстановить силы. Одна из самых приятных частей любого похода – это где люди могут посидеть, отдохнуть и набраться сил перед ближайшей вершиной. Адам, скажи, как ты себя чувствуешь перед восхождением? Я скажу так, слова здесь излишни, потому что здесь очень красиво. Я советую каждому прийти сюда хоть раз в жизни, посмотреть на красоту гор именно зимой. Я долгое время не мог себе позволить такую роскошь, всегда был занят в разъездах. А теперь даже начал жалеть, что не находил то самое драгоценное время. Пойдем дальше подниматься на конечную точку и дальше будем там наслаждаться всей этой красотой. Подъем становился все круче. Скалистая и рыхлая поверхность, а также мерзлый снег дополнительно препятствовали подъему, в связи с чем для безопасности группу с самого начала пути сопровождали впереди идущий и замыкающий. Несмотря на то, что ждал подъем в 5,5 километров, участники сохраняли позитив. Очень сложно на самом деле. Очень сильно устал. Но я точно знаю, все эти трудности того стоят. И вот он, последний рубеж, за которым ждал главный пункт назначения. Первыми преодолели склон опытные, уже имевшие базовые навыки восхождения. По их словам, проделанная работа того стоила. Я очень рад, что побывал здесь. Это мой второй поход, пеший поход за свою жизнь. И такой перепад высоты я даже не ожидал, но, как вы видите, я смог пройти этот маршрут. Очень люблю горы и пешие походы именно. И этот подъем для меня очередное преодоление себя. Я довольна, я очень счастлива, что сегодня я пришла, поднялась. Очередная моя победа. Подобные мероприятия Министерством по туризму по Чеченской Республике проводятся не в первый раз и всегда пользуются популярностью. У нас начался сезон джиктуров и пешего походов. Каждую субботу у нас проходит джиктур, в воскресенье пешие походы. Так мы будем менять именно наши туристические горные районы, будем делать новые пешие маршруты, опробуем их в походах. После подъема ждал несложный спуск. Общая протяженность пути составила более 11 километров на высоту 2000 метров в нестандартных условиях. Данное прохождение стало личной победой для каждого участника. Адам Сулейманов, Резван Насипов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.